Третий вопрос. О проекте Конституционного закона Республики Ингушетия о референдуме Республики Ингушетия в первом чтении. Докладчик Евлоев Муса Хасанович, председатель избирательной комиссии Республики Ингушетия. Тебя поддерживает, а ты недоволен. Тоже Цадабудовичка, Сатмушмуха. Группа поддержки. Коллеги. Так, первый у нас о местном референдуме или о референдуме республики? О референдуме Республики Ингушетия. Ну, этот закон предлагается принять в новой редакции весь. И объясняется это тем, что закон этот, он принят очень давно, в 97 году аж, и в него не вносились с тех пор практически изменения. Закон в данное время представляет собой очень плохой, я бы так сказал, документ, потому что содержит в себе много противоречий, несоответствий с федеральным законодательством, правил юридической техники и много-много всего другого. А вот, к примеру, в частности, здесь подлежат изменению нормы закона, регулирующие образование и уточнение участков референдума, формирование организации деятельности комиссии референдума, порядок проведения собраний инициативной группы, подготовки и проведения документов, представления документов инициаторами выдвижения референдума, порядок создания фонда референдума, поступления и расходования соответствующих средств, а также порядок и процедуру голосования, составление протоколов, подведение итогов и многое-многое другое. Поэтому внесение соответствующих изменений и дополнений в этот закон настолько затруднит его применение, что правоприменители, они будут затруднений. Мне кажется, с учетом всего, что содержится в этом законе, то, что отсутствует, нужно дополнить. И в новой редакции этот закон, принятие его в новой редакции будет, мне кажется, правильным решением. Спасибо. Вопрос, пожалуйста, докладчику. Нет вопросов. Спасибо большое. Все, доклад по этому вопросу депутата Хамхоева Батырия Юсуповича. Уважаемые коллеги, основной докладчик нам пояснил суть законопроекта. Напомню, что ранее на прошлом заседании мы рассматривали с вами и удовлетворили протест прокурора Республики Ингушетия на данный законопроект, действующий о референдуме Республики Ингушетия. Также была информация представлена Минюстом России о том, что этот закон нужно приводить в соответствии с федеральным законодательством. Комитетом он рассмотрен и предлагаем его принять в первом чтении. Спасибо. Вопросы есть к докладчику? Ставлю на голосование. Кто за то, чтобы принять данный законопроект и постановление к нему, прошу проголосовать. Кто за? Против? Воздержавшихся нет. Единогласно. Спасибо. Следующий вопрос о проекте закона Республики Ингушетия о местном референдуме Республики Ингушетия в первом чтении. Депутатчик также его и Муса Хасанович. Уважаемый Асхаб Абдурахманович, уважаемые депутаты, здесь ситуация, она не такая критичная, как в законе о республиканском референдуме, потому что закон, во-первых, принимался намного позже, во-вторых, в него вносились соответствующие изменения, и закон, так скажем, даже в том виде, в каком он есть, за некоторым исключением может применяться как и, то есть соответствует. Здесь, в принципе, предлагается восполнить пробелы в части установления положений, регулирующих деятельность комиссии референдума, а также требований законодательства в вопросах агитации и осуществления деятельности инициативных групп, иных групп при подготовке и проведении этих референдумов. Кроме того, предусматривается упрощение работы по сбору подписей в поддержку инициативы выдвижения референдума и составление соответствующих протоколов об итогах голосования. Здесь не так много поправок предлагается, поэтому прошу поддержать. Спасибо большое. Вопрос есть к докладчику? Нет вопросов. Спасибо. Содоклад Хамхоева Батырия Юсуповича, депутата.
Все, дружим уже. Уважаемые коллеги, основной докладчик также нам зачитал суть законопроекта. Предлагаем его принять в первом чтении. Спасибо. Вопросы есть к докладчику? Нету. Ставлю на голосование. Кто за то, чтобы принять данный законопроект и постановление к нему, прошу проголосовать. Кто за? Против? Воздержался? Единогласно. Спасибо.